Да, почему именно сейчас? Конечно, я думаю, что точно ответ на этот вопрос знает господин Алиев и его окружение, но я могу как бы сделать только предположение. Дело в том, что режим Алиева в Азербайджане достаточно непопулярный режим. Я общаюсь здесь с представителями азербайджанской эмиграции, и даже на некоторые наши антипутинские акции приходят. И все они в один голос, не только они, но это можно судить и по разным коммуникациям, и через интернет, и очным другим коммуникациям, утверждают, что Алиевых в общем, ненавидят практически все, кроме их окружений, прикормленных части азербайджанского общества, чиновников, там, силовиков и так далее. То есть режим похож в чем-то на режим Лукашенко. То есть режим Лукашенко, он как бы режим Алиева — это будущее режима Лукашенко, если бы Лукашенко остался у власти. То есть Лукашенко передает власть сыну Коленьке, как это сделал старший Алиев и передал нынешнему президенту власть. И их клан продолжает, значит, править этой несчастной, в общем-то, страной. Богатой, с одной стороны, с другой стороны, несчастной, потому что она брошена, в общем-то, в совершенно бесправную, авторитарную систему, полуфеодальную правления клана Алиев. И, как известно, для любого непопулярного диктатора, начиная еще с господина Николая Романова, значит, лучшее средство борьбы с протестами, революцией, умным движением каким-то — это маленькая победоносная война. Это как бы заинтересованность Алиева здесь совершенно понятна. Значит, теперь Эрдоган. Эрдоган важный игрок здесь. Я думаю, что без поддержки Эрдогана Алиев бы не начал эту войну. Эрдоган тоже диктатор, по сути. Хотя там в Турции элементы демократии существуют, в отличие от Но Азербайджана. Эрдоган честно выиграл выборы, что и оппозиция признала. Да. Ну, там как бы сказать, что совсем честно выборы выиграл, тоже нельзя, потому что были репрессии, было ограничение свободы слова, были протесты против журналистов, правозащитников и так далее, и так далее. Да, он, например, вынужден был признать победу оппозиции на выборах муниципальных в Стамбуле и в Анкаре, что, в принципе, невозможно совершенно не только в Азербайджане, но и даже в России. Путин бы никогда такую победу не признал. То есть, безусловно, там режим менее как бы авторитарный, но демократическим его назвать никак нельзя, потому что сейчас там массовые репрессии против оппозиционных политиков, журналистов, правозащитников. Вот. И, собственно, Эрдоган тоже абсолютно не вечен, и популярность он теряет, в том числе и на выборах. Он показал результат гораздо хуже, чем у него был раньше. И, безусловно, на следующих выборах результат будет еще хуже. Если он не накормит свой электорат вот некими ура-патриотической истерией. А его электорат, надо заметить, это не жители крупных городов, это не образованные люди, которые живут там в Стамбуле, в Анкаре. Это даже не люди, которые работают в туристической индустрии Средиземноморского побережья, типа Анталии. В этих всех местах голосуют категорически против Эрдогана. За Эрдогана голосуют глубинка турецкая. Игорь, но мы все-таки немножко не об этом, да? Про Турцию можно... Я сейчас договорю. И, собственно, да, и он тоже был заинтересован подкормить вот эту глубинку, подкормить вот этим некой победой над ненавистными для нее армянами, да? Подкормить этих темных людей вот этой патриотической сивухой. И, собственно, он поэтому как бы поддержал Алиева. Дальше третий участник этого, как я считаю, этой корпорации, это господин небезызвестный Путин. Я практически не сомневаюсь, что он дал отмашку Эрдогану и Алиеву, естественно, на эту военную акцию. Почему? Потому что она ему категорически выгодна. Ему нужно сейчас, во-первых, отвлечь внимание от предстоящего поглощения, которым он уже занимается, поглощения Белоруссии, этого ползучего аншлюса Белоруссии, который сейчас будет, я думаю, происходить в ближайшие месяцы. И нужно было отвлечь внимание от отравления Навального и еще от многих других вещей. Переключить международную общественность на проблему армяно-азербайджанской войны.